Больших веселых гуляний даже во владениях чувашского Деда Мороза Хельмуджи не ожидается. Обосновался он в эко-поселении Ясно в Чебоксарском районе. Некоторые мастер-классы «Зимний волшебник» проводят дистанционно. Приезжать в сказочную резиденцию можно небольшими группами и с соблюдением всех мер безопасности. Как пандемия повлияла на праздничное настроение и что осталось прежним, узнала Наталья Егорова. Здравствуйте, мои родные дети и взрослые! Хорошему настроению чувашского Хельмуджи ничто не может помешать. Никакие хвори не подступятся, если мыслить позитивно и играть на музыкальных инструментах. В старину так и лечились. В старину лекари, знахари лечили людей звуками таких инструментов, как тунгар, бубен. Сказочный дедушка сам делает все инструменты. Не зря ведь получил звание самого музыкального Деда Мороза в России. По лесам ходит, собирает материал для будущих звонких дудочек, бубнов, барабанов. Использовать можно все. Борщевик, камыш, тростник, кору дерева, глину. Экологически чистая музыка. Хельмуджи еще и историю каждого инструмента расскажет. Да так, что интересно будет всем. Например, с помощью каких звуков в старину вызывали дождь в засушливые годы. И вот в старину брали этот инструмент, поднимались выше к облакам, чтобы дождь пришел в засушливые годы. И начинался дождь. Я долго играть не буду, иначе точно дождь придет. Конечно, пандемия внесла свои поправки в посещение экопоселения. Приезжать к Хельмуджи можно небольшими группами, соблюдая дистанцию. Некоторые мастер-классы проходят в онлайн-режиме. Например, воспитанникам детдома Хельмуджи рассказывает про свою коллекцию инструментов и играет на них. Конечно, в прошлые годы мы с кем только не общались. К Дедам Морозам различных республик ездили. К нам даже приезжал всероссийский Дед Мороз, я с ним общался уже несколько раз. И в Москве общался, и у себя вот здесь, вот, когда он к нам в гости приезжал. Ну, к сожалению, да, но чувашский народ, крепкий народ. Мы это переживем, и наши будущие годы, конечно, будут более веселые. У Хельмуджи владения не маленькие, простора в лесу хватает. Самое место, чтобы снежок вызывать и легкий морозец. С этим прекрасно справляется волшебный посох. Тоже музыкальный, тоже сделанный собственными руками. Дедушке уже и письма от детишек поступили. Причем первые весточки прилетели не из Чувашии, а из Подмосковья с благодарностью. Уважаемый Хельмуджи, передаем низкий поклон чувашской земле. Там, в 1942 году, в эвакуации родился наш дедушка в городе Канаш. И 2 первых новых года для него наступили в Чувашии. Спасибо вашим землякам за тепло и помощь в тяжелые годы. Ничего не изменилось, только в традиции встречать гостей. Радушно, с чувашским хуплу и с музыкой. Снегурочка тоже свои умения гостям демонстрирует. Мастер-классы от внучки Хельмуджи Юрпиге самые разные. Она и вышивать научит, и снежинки делать. Я провожу мастер-класс по руноплетению. Рассказываю о традициях сургури, рассказываю, как он проходит, а также рассказываю сказку про три солнца, которая связана как раз с руноплетением. Хельмуджи и Юрпиге желают всем жителям Чувашии, чтобы в 2021 году ограничения были сняты, границы открыты, чтобы люди снова стали чаще встречаться большими дружными компаниями, обнимать родных и радоваться жизни. Пусть каждый загадает, тогда сбудется. Наталья Егорова, Виолетта Александрова. Вести Чувашия.